Добрый вечер. Мы рады приветствовать всех, кто в эти минуты смотрит Первый канал. В эфире теледебаты кандидатов в президенты Республики Беларусь. В течение часа 9 претендентов на высший государственный пост, я надеюсь, плодотворной дискуссии, докажут, чья из программ лучше. Ну, в этом поможем мы, Юрий Прокопов и Андрей Кривошеев. Порядок работы, господа кандидаты, у нас следующий. В начале и в конце дебатов каждый имеет право на выступление. Первое вступительное слово мы предлагаем хронометраж 1,5 минуты. Лаконичность только приветствуется. Кто меньше, значит больше времени останется на дискуссию. До начала дебатов прошла жеребьевка. Она определила, в какой последовательности выступят кандидаты. Первым выступит господин Санников. Господин Санников, вам слово. Добрый вечер, дорогие соотечественники. Я пришел в студию, чтобы использовать все возможности, которые нам предоставляют для того, чтобы обратиться к вам. Вы, наверное, понимаете, что это очередная ложь БТ, это не дебаты. Вы, наверное, видели настоящие дебаты в кино или по телевидению из других стран. Тем не менее, я пришел, чтобы высказать вам свое уважение, чтобы поблагодарить вас за ту поддержку, которую вы оказали мне, другим альтернативным кандидатам. Чтобы сказать, что сегодня у Беларуси исторический шанс. Государственная машина пробуксовывает. На ней мы далеко не уедем. Пора менять лысый режим. Мы все можем поменять жизнь в своей стране. Мы все можем встретить Новый год в свободной Беларуси. Белорусы не раз брали судьбу своей земли в свои руки. И в этот раз нам выпал именно такой исторический шанс. История делается сегодня. Историю делаем мы. И вместе мы победим. Благодарю вас, Андрей Олегович. Но сейчас слово предоставляется Романчуку Ярославу. Ярослав Вячеславович, пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья. Беларусь стоит на одной опоре. Это опора вертикаль. Она ослабла, она износилась, у нее нет ресурсов, она непригодна для управления страной в 21 веке. Поэтому я иду во власть для того, чтобы представить свою программу. Эта программа под лозунгом «Построим новое, сохраним лучшее». Тезисов очень простых 5. Большое общество вместо большого государства. Это когда человек реально имеет власть, а не власть находится в руках у чиновников. Второй тезис – это честное государство. Честное государство, когда папа не берет на работу сына, сын не берет и не покрывает кума. Это честная страна, в которой чиновник находится под контролем общества. Третий тезис – это частная экономика. Частная экономика, потому что госплан не работает, потому что госплан сегодня проедает те ресурсы, которые мы заработали с вами последние 16 лет. Четвертый тезис – это очень важный тезис – новые рабочие места. Без новых рабочих мест те старые, которые сегодня у нас есть, не работают, они не создают добавленную стоимость, они уже в прошлом. Наконец, пятый тезис – открытая страна, а не самоизоляция. Беларусь, которая дружна с Россией, дружна с Украиной, Европейским Союзом, страна, которая является полноценной частью единой Европы. Спасибо, Ярослав Вячеславович. Третий номер по жребию у вас. Господин Михалевич, прошу вас. Добрый вечер, уважаемые друзья. Прежде всего я хочу сказать, что та экономическая модель, которая была построена в нашей с вами Беларуси, была эффективна для первых годов нового века, для второй половины 90-х. На сегодняшний день эта модель неэффективна, и она не имеет ответов на те вопросы, которые стоят сегодня перед нашей с вами страной. Я и моя команда предлагаем программу эволюционной модернизации. Что это такое? Она состоит из 3 основных пунктов. Прежде всего, это экономический рост. Нам нужно сделать так, чтобы в Беларуси развивался малый и средний бизнес, чтобы в Беларусь пошли инвестиции, чтобы пришли инвестиции на большие государственные предприятия. Эффективное государство. Нам нужно сделать так, чтобы в Беларуси было разделение властей, чтобы президент не издавал декреты, которые имеют высшую юридическую силу, чем законы, принятые парламентом. Это нонсенс, этого нет ни в одной демократической стране. Активное общество.
Без активного общества нам не удастся сделать нашу жизнь лучше, потому что пока будет в Беларуси контрактная система, пока руководителей вертикали власти, руководителей областей и районов будет назначать президент, эти люди не будут служить нам с вами, эти люди не будут служить людям, избирателям. Я уверен, что мы сможем построить Беларусь как преуспевающее европейское государство. Спасибо, Алексей Анатольевич. Ну, а теперь со вступительным словом выступит Дмитрий Ус. Я еще раз повторю, что у нас приветствуется лаконичность. Понятно. Можно уже? Да, пожалуйста. Мгм. Добрый день, уважаемые избиратели. Я хотел вас поблагодарить, что вы выдвинули кандидатом в президенты. Ну, ладно. Суть не это. Суть одна такая, что на сегодняшний момент у нас избирательная система Республики Беларусь не работает. И я пришел сюда, чтобы это изменить. Таким образом, чтобы избирательная система у нас работала, самое основное – изменить избирательный кодекс. Каким образом? Каждый кандидат в президенты имеет право представителей своих назначать в участковые избирательные комиссии. И если у нас это будет, то мы будем в демократических выборах участвовать. На сегодняшний момент у нас получается ситуация, что Россия и Европа эти выборы не признает. Из-за того, что у нас нет демократических выборов. И мы окажемся в политической, экономической изоляции в обществе. Это вы увидите скоро, через несколько месяцев. Спасибо. Спасибо за лаконичность. Виталий Анатольевич, ваша очередь. Добрый день. Добрый день, дорогие сябры, браты и сестры. Меня зовут Виталь Рымашевский. Я представляю першую в Беларуси народную партию «Белорусская христианская демократия». Я дякую всім вам за підтримку, дякую за телефонування, за ті сродки, які ви перелічуєте на мою президентську кампанію. Тому що ми, белорусские христианские демократы, ведаем, політика ў Беларусі будзе незалежнай толькі тады, калі будзе фінансавацца беларускімі людзьмі, калі будзе заснавана на падтрымцы беларускага народа. Асноўныя тэзісы нашай праграмы вы ведаеце. Беларуская хрысціянская дэмакратыя выступае за тое, каб эканоміка, палітыка, сацыяльнае жыццё нашай краіны былі заснаваныя на хрысціянскіх каштоўнасцях. Што гэта за каштоўнасці, яны ўсім даўно вядомы. Не крадзі, не забівай, не хлусь, паважай сваіх бацькоў, паважай маёмасць і жыццё іншага чалавека. А сённяшняя беларуская ўлада, на жаль, бароніць інтарэсы толькі чыноўнікаў і сілавых структур. Просты чалавек не можа абараніць праўду ні ў судзе, ні на працы. Нам патрэбна перадусім вярнуць павагу да простага чалавека. Нам трэба вярнуць свабодныя выбары ў Беларусі, бо сёння, як і ў мінулыя выбары, рыхтуецца фальсіфікацыя. Нас зноў заклікаюць ісці на датэрміновае галасаванне, у камісіі не пускаюць незалежных прадстаўнікоў. Мы з вами павінны змяніць гэта. Спасибо. Теперь кандидат Виктор Терещенко. Виктор Иванович, пожалуйста. Уважаемые граждане Республики Беларусь, рост цен в стране беспокоит большинство наших людей. За 16 лет правления первого президента Республики Беларусь пенсии отстают от роста заработной платы. Продукты питания у нас высокие, цены высокие. И каждый понимает, что после выборов рост цен на продукты питания, на продукты в Республике Беларусь пойдут еще быстрее. Что происходит в стране? Производим больше, а имеем меньше. Почему? Куда все девается? В своем выступлении в программе я привел цифры, которые это показывают за период правления первого президента. Механизм, который грабит наш народ, довольно простой. Наш рубль все время обесценивается, за 16 лет имеет к доллару 4000 раз. При этом доллар обесценился тоже 4 раза. К народу присоединились фонды
мирового финансового капитала. Внешний долг страны составляет $2600. Спасибо. Григорий Андреевич, 7-й номер, счастливый ваш, прошу. Дякую. Добрый день, поважаныя сябры. Добрый день, Беларусь. Сегодня перед вами я, кандидат на посаду президента Республики Беларусь, Ригор Костусёў. Мяне вылучила партия БНФ, тая партия, якая заўсёды казала людям правду. И сегодня я пришел в эту студию, каб зноўку сказать вам правду. Правду про тое, что наша краина оказалась банкрутом. На сегодняшний день запозыченность Беларуси складае 25 миллиардов долларов. На одного человека запозыченность складае больше 2500 долларов. Поважаныя сябры, за 16 апошніх год насельніцтва Беларуси скоротилось на 1 миллион человек. Звярніце увагу, сегодня нас у студии 9 кандидатов. Усяго кандидатов вылучено 10. Одного кандидата нема. Нема того кандидата, якому нема чаго сказать вам. Вам, мои поважаныя сябры. Вам, мои поважаныя выборщики. Тому думайте, калі придете на выборы, поважаныя сябры, голосуйте не сердцем, голосуйте разумом. И не идите голосовать детерминово. Живе Беларусь! Благодарю вас. Ну, теперь слово Владимиру Прокофьевичу. Дорогие люди, тое, что вы зараз назираете, что по замове улады организовала лёкайское белорусское телебачение, ніякія не палітычныя дэбаты, тым больш у час прэзідэнцкай кампаніі. Фармат палітычных дэбатаў – гэта ўдзел таго, хто пры ўладзе, і таго, хто на гэту ўладу прэтэндуе. Вось тыя, хто прэтэндуе тут. А дзе той, хто пры ўладзе? Хто павінен адказваць на нашы пытанні? Напрыклад, на тыя, чаму мы пасварыліся з Расіяй, чаму ў краіне народ такой працуе і працуе, няма і няма грошай. Яны дзе? Хто іх крадзе? Каму задаваць гэтыя пытанні? Саннікаву? Дык мы з ім заадно. Мы хочам звергнуць гэты рэжым, які не адказвае на нашы пытанні. І таму, паважаючы вас, паважаючы усіх, хто ёсціка тут, я не бачу в гэтых тэледэбатах аніякага сэнсу, аніякага толку. І таму іх пакідаю. Карыстаюся момантам яшчэ раз заклікаць вас прыйсці на плошчу. Не ісці на тэрміновае галасаванне, а прыйсці 19 снежня на плошчу. Я заклікаю прыйсці на плошчу паважаных людзей, дэпутату Верховнага Савета 12 і 13 склікання. Хай ваша слова удыхне ў людзей веру і дапаможа захаваць на плошчы парадак і бяспеку. Да сустрэчы на плошчы, куды мы паклічым і таго чалавека, які сёння не прыйшоў у студыю размаўляць з намі. Вось там мы з ім пагаворым, там падэбатуем. Дзякуй. Выбачайце, але я пайду. Что ж, такова гражданская позиция кандидата в президенты Некляева. Это его право. Кандидат отказался от дебатов. Вместо него теперь здесь пустая стоит тумбочка. Что ж, если кандидат считает, что пустая тумбочка изложит его программу не хуже, чем он, это его право.